Буквально считанные дни остались до главного праздника – Дня Победы. Поэтому мы решили выйти на улицы города и узнать у горожан, смогут ли они определить известных исторических личностей той эпохи. Зоя Космодемьянская, партизанка. Зоя Космодемьянская. Зоя Космодемьянская. Зоя Космодемьянская. 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 Зоя Космодемьянская, по-моему. Хорошо, что сейчас обратно вроде вернули ее имя, а вот в 90-х годах ее считали бандиткой. Представляете? Хотя полностью доказано, что она, как она умирала, это все документально зафиксировано. Кстати, одна из свидетельниц, которая сдала фашистам Зою Космодемьянскую, она дожила аж до 70-х годов. И почему-то советская власть его не тронула. Ни НКВД, ни КГБ. Комсомолка. Когда на очередной рейс они пошли, да, и вот она попала в плен, и ее повесили. Понимаете? Это страшно, Давид. Ей всего было 18 лет, такая молодая. За свою родину, за свою русскую землю она погибла. Что-то знакомое лицо, ага. Революционер. Иосиф Сталин, да? Совершенно верно. В молодости. Сталин. Сталин. Это Сталин, да. Джугашвили молодой, Сталин. Дзержинский молодой. Иосиф Сталин. Серьезно? Сталин это был генеральным секретарем Компартии очень много лет, до 1953 года. Когда умер Владимир Ильич Ленин, в 1924 году умер Ленин, да? И вот с этого времени до 1953 года он был секретарем. Это один из героев Второй мировой войны, возможно, генерал Жуков. Это Конев, что ли? Вроде бы Жуков. Жуков. Жуков, главнокомандующий наш. Ой, Жуков. Маршал Жуков. Парад Победы принимал он. Вот благодаря его таланту мы победили. Поэтому я горжусь, что это он у нас был. Папа мой воевал, папа мне был с 18-го года, награжден медалью за отвагу, но не получил, уже умер. И я сделала запрос, чтобы я осталась дочь одна у него. Вот. Буду получать. Любил он, читал воспоминания о Жукове, я ему покупала книги всегда. Это кто, я это не знаю. Сомневаюсь. Дзержинский, возможно. Это Гитлер. Это молодости, да. Да, Когда он был эфрейтором, да. Такое благородное лицо, наверное, а внутри хитрость, жестокость, злость. Отличился на Первой мировой войне, у него там даже были медали, то есть он, несмотря как бы на всю отрицательность этот персонажа, да, он не был трусом. 12 лет был главарем нацистской партии Германии. И я его ненавижу, потому что 26 миллионов человек, советских людей, он истребил. Поэтому так и он закончил свою жизнь ядом, понимаете? После 30 апреля, день рождения у него был. 30 апреля, перед как раз победой нашей армии. Тот якутский снайпер, по-моему. Ну, просто фамилии, имя не помню. А Хлопков Федор Попов. Федор Попов. Федор Хлопков. Ну, либо Хлопков, либо Кульбертинов. Скорее всего, Хлопков, да. А Хлопков, да. Он сколько этих фашистов убил. Фильм был поставлен «Разведчики». И вот там национальность, он якут, парень, этот фильм я смотрела. Это, мне кажется, про него. Это человек из малых народов севера, из Тампанского района, я, если не ошибусь, из Тампанского, снайпер. 426 фашистов он истребил. Очень, это целый батальон, Давид. По 500. некоторым данным, 500. он истребил больше фашистов. Больше, да? Пулеметным огнем, как сослуживцы. Это был снайпер номер 1. Есть такая легенда, что он однажды убил вражеского снайпера, и там у него была очень хорошая оптика, прям качественная. И он взял ее, законсервировал, то есть замаслил, перевязал бумагой специальной и закопал.
И потом говорят, когда он уже гораздо позже войны выезжал уже как ветеран на места событий, он вспомнил про нее, он ее, главное, нашел и откопал. То есть вот эту трофейную немецкую оптику.